Хочу пояснить тем братьям-кумыкам, которые под воздействием лживой пропаганды заблуждаются, считая, что аварцы это пришельцы с гор, у которых не было раньше своей земли на равнине. Вам нужно узнать немного историю отгонного животноводства Дагестана. Тогда вы узнаете, что в основе экономики горских народов Дагестана было разведение крупного и мелкого рогатого скота. Так весной скот перегонялся в горы на летнее пастбище, а осенью возвращался на равнину на зимнее стойбище, на так называемые кутаны. Кстати, это слово используется только в Дагестане. Из этого следует, что горцам на равнине, хотя бы как минимум, принадлежали земли кутанов. Может возникнуть вопрос, почему тогда, к примеру, те же аварцы в своей массе не селились на плоскости. Ответ здесь простой. Вплоть до 30-х годов прошлого уже века на низменной части Дагестана свирепствовала малярия, тяжелое заболевание, лечить которое тогда не умели. Угроза исчезла только с засыпкой малярийных болот уже в советское время. Для примера скажу, что Тарки находятся на возвышенности не только для удобства обороны, но и по вышеозначенной причине. Я привел только один довод, который легко проверить и подтвердить. Есть еще огромный массив исторического материала, опровергающий политически мотивированную ложь про то, что аварцы чужаки на своей земле.